Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Головокружительные события будущей недели. Давайте посмотрим, что готовит вам судьба на будущей неделе. От чего голова закружится. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас открыто, да, чем начинаем слышать. Так, интересненько. Давайте пойдем по порядку. Неделя, кстати, непростая. Очень много задач будет перед вами поставлено. Очень много нестандартных решений. Одни решения приходят вам сами в голову, а другие решения вам будут подсказывать добрые люди. Нестандартные решения. Вы будете делать то, либо поступать так, как ранее никогда не поступали. Вижу у вас тут всплески решимости, всплески даже какого-то риска. Причем такого, знаете, наобум, глаза закрыл и шаг сделал. Но вы знаете, вас интуиция ведет. И интуиция вас ни разу не подведет. Тут и звоночки интуиции вижу. Как предупреждать вас будут. Предупреждать, либо наоборот, подталкивать, направлять. Ну, давайте начнем с того, что кому-то на этой неделе будут сниться очень яркие сны. Сны, которые... Но не то чтобы вещи, а скорее как жизнеутверждающие. То есть вы будете видеть свое будущее, причем будущее отдаленное. И смотрите, вот делаете вы какой-то поступок, либо принимаете какое-то решение, а во сне вы видите как последствия этого решения. То есть как канал какой-то у вас тут, связь с мирозданием открывается. Но особо чувствительные люди, они все поймут, они все увидят. Да, дни у нас впереди такие сильные дни. И опять же, люди с даром, носители дара, все это будут на себе ощущать. У вас будут обостряться и зрение, и слух, и восприятие, и сны. Сны пойдут очень необычные, странные. Не пугайтесь, все нормально. С вами все как раз-таки нормально. Так, еще два сердечка. Два сердечка с правой стороны. Ну, смотрите, вы все разные, меня смотрят и мужчины, и женщины. У кого-то идет информация о том, что вы с вашим любимым человеком наконец-таки найдете общий язык, о чем-то договоритесь. Либо эту неделю вы проживете вот именно в такой сердечной идиллии. Даже какие-то мелочи не смогут на вас повлиять. Вот вы рядом, вы вместе, вы друг друга поддерживаете. У кого-то нет любимого, но есть симпатия. Смотрите, вижу ваше стремление к тому, кто вам симпатичен, и стремление симпатичного вам человека к вам, да, потому что взаимность идет, вы ее ощущаете, сердечко бьется, причем бьется в унисон с сердечком другого человека. То есть пойдете на сближение, либо будете сближаться. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но вот каждый новый день он будет очень приятным, он будет удивительным. Он будет наполнен вот этими сердечными волнениями. Причем они одинаковые. Видите, два одинаковых сердца. Так, для тех, кто совсем недавно познакомился, но вы будете сближаться, вы будете узнавать друг друга гораздо лучше, больше, глубже будете узнавать. И вам это будет нравиться. Каждый день как открытие. И понимаете, что вы очень похожи. Да, вы на одной волне, вы похожи, живете одними ценностями. Тоже приятно. Кстати, у кого-то еще отыграется такая тема. Ваш близкий человек, ну вот влюбился, влюбилась, там, может, дочь, сын, ну, там, не знаю, подруга, и будет с вами каждый день делиться вот этими всеми любовными новостями. Вы тоже будете рады очень за этого человека. Так, здесь у вас лось, а вы почему-то сидите на нем,
повернулись спиной и из лука пытаетесь стрелять. Ну, лось это такой еще зверь, знаете, непростой. Лось это проводник. Проводник, лесной дух, проводник между мирами. Сидите спиной. Но опять же, да, сигнал тому, что нужно довериться интуиции. Либо поступать интуитивно. Не так, как правильно, не так, как положено, не так, как по закону. Интуитивно нужно поступать. И тогда ваша стрела, да, будет попадать точно в яблочко, точно в цель. Вы человек ответственный, я это вижу. У вас тут будет бороться воспитание и ваша интуиция. Они там в схватке будут вступать, потому что интуиция говорит одно, а воспитание говорит другое, да, образование говорит третье. Ну, в общем, тут будут еще те баталии у вас в голове. Немножко будете себя пытаться, да, успокоить, взять в руки. Но здесь явно лось, и нужно довериться интуиции, довериться высшим силам. Вы не видите пути, но вы его ощущаете. Опять же, это вот закрыть глаза и идти на ощупь. Да, на ощупь. Вы точно пройдете туда, куда вам надо. Попадете точно в цель. Так, с левой стороны жаба нырнула глубоко под воду. Жаба. Ну, жаба это кто-то неприятный. Неприятный. Нырнуть под воду, ну, либо заболеть, либо попасть в большой замес, да, большие неприятности. Не просто нырнула, а ушла под воду. Но, скорее всего, это ваш недоброжелатель, враг, человек, который создает вам проблемы. Либо заболеет, либо, ну, нарвется на очень крутые неприятности. Острые, такие, знаете, жизнь меняющие, перемалывающие неприятности. Не будете видеть этого человека, либо ничего не будете слышать об этом человеке. Может быть, попозже там вы узнаете, что человек болел, либо у человека что-то прям такое неприятное случилось. Но всю неделю будете ходить и думать, а где? А где же жаба? Где притаилась? Что такое? Что-то не видно, не слышно. Что-то слишком спокойно я живу. Жаба уйдет под воду. Так, шахматные фигурки. Партия проиграна. Как знаете, шах и мат. Шах и мат. Хотели, наверное, таки с вами что-то нехорошее сделать, но проиграли сами. Какие-то очень хитрые люди. Как будто бы они вас как разыгрывали. Не в плане розыгрыша, а в плане вот игры. Да? Может быть, вы на кону были. Хотели вас обыграть. Хотели, может быть, как-то вас подставить, в какие-то неприятности вовлечь, либо опрокинуть неприятности на вашу голову. Но сами получили шах и мат. Проиграли. Здесь несколько людей. Несколько очень хитрых, ушлых и вредоносных людей. Проиграли. Они проиграли. Ворона сидит на высокой ветке и о чем-то громко кричит. Сплетни, сплетни, вымысел, байки, домыслы, клевета. Вы с этим столкнетесь, причем не единожды. Не про вас, но про кого-то будет очень много лживой и фальшивой информации. Сидит высоко. То есть вы не будете понимать, откуда эта информация, либо кто ее распространяет. Но то, что это ложь, вы будете четко ощущать. Четко будете ощущать. Так, еще волна. Страшная волна, как будто бы надвигается на вас. Чем-то похоже на цунами. Но чем ближе она приближается, тем меньше она становится. Страх, которому не суждено исполниться, оправдаться. Люди готовятся к худшему, ждут худшего. А при ближайшем рассмотрении оказывается, что это вообще ерунда какая-то. То есть все такие плечами пожимают, типа, а чего мы боялись, да? Чего вот этого? Это вообще о чем? Это же не море, это лужа какая-то, да? Это капля воды. Да, вот. Зря боялись. Бояться нечего. Так, еще с левой стороны. У машины ломается колесо. Машина не может ехать. Тут и машиной сложно, конечно, это назвать. Больше на какую-то колесницу похоже. Либо какой-то прицеп, не знаю. Что-то ломается, машина не может дальше ехать. С левой стороны очень неожиданно. Если вы автолюбитель, у вас есть машина, вы пользуетесь своим автомобилем, проверьте именно колеса.
И вообще проверьте исправность лучше, да, чтобы в нужный момент не подвела вас ваша машинка, ваш железный конь вас не подвел. Если кто-то должен приехать на личном автотранспорте, человек, скорее всего, задержится, потому что будут какие-то поломки. Поломки будут. Здесь песок вас предупреждает. Ничего плохого, просто вот такая неприятность. Да? Может быть, человек не следил за своим личным транспортом. Может быть, вы слышали, что что-то там стучит, гудит, и не обращали внимания. Может, думали, дотяну, да, ничего страшного. Ну вот как халатное отношение приводит к таким последствиям. Да. Но с левой стороны мне почему-то кажется, что это не вас касается, кого-то другого. Может быть, вы человеку говорили, у тебя что-то не так с машиной, да, проверь, сходи на СТО, да, отвези машину на СТО. Человек такой, ничего страшного, вот, пожалуйста, вот такой результат. Еще с левой стороны к вам тянутся руки, руки такие, знаете, липкие. Кто-то к вам приставать начнет. К женщине мужчина пристанет, к мужчине женщина пристанет. Приставание либо любовного, интимного характера, либо человеку действительно от вас что-то надо. Что-то надо, что-то очень хочет от вас. Да, что-то получить, помощь, деньги, может быть, вас к чему-то там, не знаю, привлечь, завлечь, в общем, такого характера. Очень липкие руки, очень липкие, очень сложно будет избавиться от этих липких рук, и нужно будет приложить силы и постараться. А кого-то из вас будет это очень сильно раздражать. Даже вы уже не сможете сдержаться, и, возможно, очень грубо с этим человеком будете разговаривать. Потому что по-хорошему не понимает, придется грубо. Так иногда тоже бывает, да, липкие руки, заставите помыть, да, чтобы руки липкими больше не были. Так, с правой стороны птица села на коня. Для вас, либо для ваших близких хорошие новости, которые касаются работы. Вашей работы, уже существующей, либо если вы подавали резюме, например, на какую-то должность, может быть, вы хотели там профобразование получить. Хорошие новости. Птица едет на коне. Птица едет. Кстати, еще командировки могут проигрываться вот такими символами. Например, вам сообщают, что нужно ехать в командировку, либо вашему близкому сообщат, что нужно ехать в командировку. Если вам по работе что-то нужно, и вы что-то заказывали, то, скорее всего, будете получать, встречать на то, что вы заказывали. Лошади вы этой будете очень рады. Так, с большой надеждой на эту лошадь смотрите, на эту птицу. Все-таки радостно смотрите. Здесь момент риска. Причем риск очень благородный и оправданный. То есть вы рискнете и не пожалеете, хотя будет страшно. До конца не будете уверены в правильности своего выбора действия. И еще какая-то женщина прям будет истерично валать, что не делай, не стоит. Будет вас отговаривать, но отговаривает она вас не потому, что она за вас переживает, беспокоится, а потому, что ей завидно, потому что она на такое не способна, и она будет очень сильно переживать, что вы добьетесь успеха, либо осуществите задуманное. Так оно и будет. Вы рискнете, и вы точно не пожалеете. Кстати, я вижу, что вас даже ангелы страхуют. Так что риск, в принципе, у вас оправданно идет. Да. Сложно ей будет смириться с тем, что у вас все получилось. И прям наблюдайте за ее реакцией. У нее прям на лице будет все написано, как она по-настоящему к вам относится. Не то, что она вам вербально сообщает и говорит, что мы же родственницы, мы же подруги, мы же коллеги. А на лице будет написано ее истинное отношение к вам. Кстати, какой-то мужчина будет вами очень сильно восхищаться. И этот мужчина вас в каком-то ином свете увидит. Возможно, он к вам очень предвзято относился, либо, скажем так, недостойно вас. Может быть, мужчина считал, что вы глупая девушка, глупая женщина, не способная на какие-то серьезные поступки, что у вас мозговая деятельность какая-то замедленная. А тут он на вас смотрит, глазам своим поверить не может. Прямо зауважает.
зауважает, и это будет чувствоваться прям сразу, и признается, что извини, вот был невысокого мнения о тебе, а теперь вот вижу, что ты просто гениальна, ты молодец, там, руку пожмет, обнимет, не знаю, по плечу похлопает. Хорошее отношение пойдет, такое теплое, доброе, очень дружеское. Может, кстати, начальник ваш, а может, кто-нибудь там из коллег, кто постарше. Мужчина именно идет. А может, отец. Да, отец, которому вы что-то докажете. И так может быть. 2 лебедя друг к другу подплывают. Пока в тумане, но тем не менее двигаются в правильном направлении. Кто у меня общается в интернете, либо решил начать общаться в интернете, вы точно не пожалеете. Знаете, вот прям удачное знакомство вас ждет в интернете с хорошим человеком. В тумане, потому что вы на расстоянии, потому что вы лишь только начинаете друг друга узнавать. Но, тем не менее, очень позитивное знакомство, очень, кстати, перспективное знакомство. Да, прям втянетесь в это общение и очень хорошо будете время проводить. Здесь человек заставляет жирафа опустить голову, чем-то приманивает, каким-то угощением. Жираф, да, шея длинная, вы приманиваете угощением, шея опускается. Скорее всего, вам нужно было что-то очень долго ждать. Да, вам, может быть, объявили сроки, сказали, что вот это там займет несколько недель, либо, может быть, месяц целый нужно будет ждать. А вы такая, не буду ждать. Придумайте какую-то хитрую штуку и приманите этого жирафа, да, заставите его опустить свою вот эту длинную шею, опустить голову. Ваша гениальная мысль сократить сроки ожидания, просто вот прям чуть ли не в ноль, да. Вам обещают месяц, но все будет сделано там за 2-3 дня. Очень быстро. Но вы молодец, вы креативная, вы, когда вам надо, вы умеете, да. Что-то быстро, гораздо быстрее решится, чем вам обещали, либо чем, например, вам озвучили. Но опять же, благодаря вам. Так, чуть выше. Кто-то машет флагом, причем такой дерзкий человек, как войну вам объявляет. Он говорит, ага, сейчас будем драться, да, выходи, сразимся. Человек, который себя реально переоценивает. Но битвы не будет, потому что есть защитник рядом с вами, который вот так кулак покажет, скажет, а ну-ка давай, сначала со мной разберись. И этот, человек прячет быстренько флажок, говорит, извините, я ошибся, я не хотел, простите, вы меня неправильно поняли. И такой раз ретировался очень быстро. Слушайте, мощный человек рядом с вами. Это либо ваш партнер, либо друг, подруга. Причем такой, знаете, человек с бойцовским характером, либо человек очень горячий. Да, так вроде добрый, но если тронуть его, либо тех, кого он любит, уважает, ценит, то человек, он прям в зверя превращается. Да, за вас кто-то заступится. Значит, битвы не будет. И вот этот вызов, который брошен, он сразу будет и отозван. И больше этого не повторится. Окно большое, светлое. Кто-то будет заглядывать в ваше окно. Заглядывать с любовью, с любопытством. Кто-то очень интересуется вами и вашей жизнью. Вам об этом станет известно. Не злитесь на этого человека, не ищите подвоха. Вот действительно с добротой, с любовью к вам относится. Просто, может быть, время еще не пришло человеку открыться, либо зайти в ваш дом. Пока просто заглядывает. Какое-то приобретение, но не вами, а для вас скорее. Кто-то для вас что-то приобретет, купит. Что-то нужное, что-то полезное. То, что вам понравится, либо в жизни вам пригодится. Да, заботу. Кто-то о вас проявляет заботу, приобретая для вас что-то. Если у вас кустик маленький, и вы хотите с него обрывать листочки, а вам кто-то говорит, не делай, подожди, вам правильно говорят. Эти листочки, они вырастут, они станут гораздо больше, они станут гораздо ценнее. Надо подождать. Может быть, снять деньги с счета, может быть, что-то обналичить, может быть, взяться за какую-то работу, например, за минимальную оплату.
Вам кто-то говорит, не делай этого, подожди, листочки вырастут, денег станет больше. Прислушайтесь к этому человеку. Человек дело говорит, знает, что говорит. Вот, не спешите, не спешите. Листочки вы чуть позже оборвете и будете очень довольны. Так, поцелуй вижу, поцелуи. Ну, здесь у кого-то поцелуи — это встреча, да, вот люди встречаются, друг друга хорошо знают, либо родственники целуют друг друга. Но у кого-то поцелуи романтического характера, да, будет много поцелуев. В любом случае, поцелуй — это всегда приятно. С левой стороны. То есть вы не ждете, вы не настраиваетесь, но вы эти поцелуи получаете. Вижу, что и вас целуют, и вы целуете в ответ. Так, голова утки. Голова утки. Так, перед тем, как что-то делать, всегда продумывайте последствия наперед. Либо старайтесь прогнозировать и планировать свою жизнь на хотя бы несколько дней вперед. Если вы будете это делать, вам будет гораздо легче, проще и как-то как успешнее вы становитесь. Успешнее. Такой совет вам дается. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.